Шалом, друзья! Самые юные гости сегодняшней программы из Кыргызстана. Хочу познакомить Таню с Насыйкат Баймырзаевой. Она выходит на нашу сцену с песней «Синее море». Плохих всех делила ребячья порода. Мы играли в пиратов лихих и отважных бродяг морехода. Забывалась любая беда и терялась в далеком просторе. Кончается синее море. Ты была заводилой у нас, черт морской в полинялой тельняшке. Ты водила отцовский баркас по бушующим волнам бесстрашно. Сумку школьную прочь зашвырнув, ты сидела верхом на заборе и кричала к биноклю прильнув: не кончается, не кончается, не кончается синее море. Но однажды приплыл пароход за тобою незвано, нежданно, и такой-то Синдбад-мореход вдруг увез тебя в дальние страны. На прощание ты, как всегда, закричала: увидимся вскоре, потому что у нас никогда не кончается, не кончается, не кончается синее море. Позабыть мы тебя поклялись, мы тебе не прощали измены, но взметнулся в тревожную высь крик чужой пароходной сирены. А потом прилетело письмо, как ничем не прикрытое горе. Было в нем откровение одно: здесь кончается, здесь кончается, здесь кончается синее море. Здесь кончается, здесь кончается, здесь кончается синее море. Молодец. Молодец. Это Танечка с тобой пела. Ты поняла это? Да. Да. А какой ты себе представляешь Таню Буланову? Расскажи нам. Ну, я ее представляю брюнеткой, примерно ей лет 30. 35 мы сегодня отмечаем. Ну, только что блондинка, а так все правильно. Но я знаю, что ты готовилась. Тебе 12, правильно? Да, мне 12. И ты учишься и в общеобразовательной, и в музыкальной школе, правильно? Да. Кем ты мечтаешь стать? Певицей, педагогом по вокалу.
И ты еще рукодельница. Расскажи, что ты принесла в качестве подарка Тане. Я принесла вот браслетики, я сама Спасибо. делаю. Ой, как красиво. Татьяна Буланова у меня ассоциируется с розовым. Потом розовый для меня это цвет нежности и душевности. И для Андрея Малахова я тоже принесла вот такие браслетики. Браслетик. Спасибо Это тебе. я здесь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Слушайте, сколько у нас в стране талантливых людей вообще. А так здорово, что дети талантливые. Представляешь, какая из него вырастет певица замечательная. Она еще маленькая, а уже как здорово поет. Чисто, звонко. Просто ты молодец, потрясающе. У тебя все получится. Родниковый голос. Пойдем, пока я провожаю тебя, мы посмотрим, как ты живешь. Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Я вас рада приветствовать в своей республике. Я здесь родилась. Ну, а здесь очень тепло. На полях собирают клубнику, пасутся овцы в горах. Подбегают ко мне. Бывают собачки злые. Они могут резко залаять, я могу испугаться. А вот Данка, он очень добрый. Данка, на. Они всегда меня до дома провожают. Я мечтаю, чтобы мне купили поводыря, чтобы у меня была такая своя собака. Данка, пошли. На, идем. Это моя мама Майрам и моя бабушка Зулхумар. Привет, Дадунь. Как Привет, погуляла, мам. Роль? Хорошо. Сладенькая. Я, конечно, жутко за нее переживаю, но отпускаем прогуляться за калиточку на нашей улочке, где машин поменьше. А это мой кабинет. Здесь я занимаюсь творчеством. Обожаю бисероплетение. Так. Браслет плету. Две крупные бусины жемчужные и между ними две бисерины. Это дело мне очень нравится, потому что можно свои работы повторить одноклассницам, друзьям. Сейчас я вам покажу наш женский швейный цех. Ой, Балан, что ты помогать пришла? Да, я вам помогать пришла. С бабушкой шьем. Насыкат нам тоже помогает всегда, приучаем ее к труду. Мы шьем такие толстовочки. Насыкат помогает нам выворачивать манжетики. Папа Насыкат оставил нас 7 месяцев. Тебе сказали, что ребенку еще года нет? Ну, скажут, что он никогда не будет видеть. Ну, хуже ничего нет. Это был удар. Момент был самый обидный, когда отец Насыкат обвинил меня, потому что я вдаль плохо вижу. Вот, у тебя же есть нарушение со зрением. Значит, ты виновата. Было очень тяжело. Нужна была поддержка и финансово, и морально. Но раз он так решил, это его выбор, решила, что мы справимся сами. Я воспитываю ее, чтобы она была всегда сильной для своего будущего. Ей нельзя быть слабой, так же, как и мне. У меня есть мечта. Я хочу увидеть свою маму, как она выглядит, какие у нее глаза, какого цвета. Это у меня самая главная мечта. Когда я вырасту, я буду ухаживать и за мамой, и за бабушкой, чтобы у них все было хорошо. Потому что они мне сейчас очень-очень помогают. Все как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Я хочу сказать, Насыкат, во-первых, у тебя обязательно исполнится твоя мечта. И вообще, хочу сказать, ты станешь известной, когда твой папа тебя увидит. Ну, ты его не отгоняй, потому что он действительно несчастный человек. Потому что он, просто, мне кажется, какой-то обделенный какой-то любовью. Такие люди несчастные. Я тебе желаю
в твоей жизни будет все так, как ты хочешь. Стань обязательно известной, успешной певицей. Замечательной, известной на всю страну и за ее пределами.